Салям алейкум, здравствуйте, я Альдар Шарипов. Сегодня я в Бахчисарае в гостях у друзей и хочу приготовить с вами блюдо кромстарской кухни, но с шармом от шеф-повара. А сегодня я приготовлю бурма с мясом, салат-кебаб, хурабье и хошав. А начну я с бурмы с мясом, и для этого мне понадобятся такие продукты, как мука, сливочное масло, яйцо, говядина, картофель, лук и специи. Возьмем мякоть говядины, сейчас мы ее зачистим от пленок, от жилок. Рубленый фарш, чем лучше, он будет намного сочнее и намного интереснее в любом блюде. Да? Вот мы знаем национальные блюда, и в основном у нас все делалось с рубленого фарша. Это сейчас уже пошли моменты, когда люди начали себе облегчать жизнь, и фарш делают в мясорубке. Аккуратненько подрежем мясо, соединим уже с следующими ингредиентами. Подзачистили мясо, сейчас осталось дело за малым. Мы будем делать рубленый фарш. Для этого будем делить вот на такие пластиночки. Здесь, конечно, я посоветую так. Если нож не острый, это приведет к утомительной работе. Из-за этого нож должен быть наточен для легкости приготовления фарша. Вообще, если вы знаете, бурма бывает разная. Мы готовим бурму сегодня с мясом, с картофелем и с луком. Наши предки и наши бабушки и дедушки готовили ее с добавлением тыквы, орехов. То есть ассортимент бурмы, он неоднозначен. Можно готовить с разных продуктов. Сегодня у нас, я так сказал бы, классическая бурма. На такие пластиночки мы порезали. Сейчас мы будем рубить фарш. Вот здесь вот главное не сильно мелко, но максимально стараться одинаковые кусочки, потому что любое рубленое мясо, оно любит равномерность. Если говорить о настоящих крымстарских аутентичных блюдах, ну, можно бурму отнести именно к тем блюдам, которые не заимствованы ни от какого народа. Потому что это настоящее традиционное крымстарское блюдо, которое, наверное, впитано в кулинарный слой нашего народа. Из-за этого оно считается семейным блюдом. Я его отношу к такие блюда, как вот ханума. Это блюдо одного, в принципе, класса. Блюда семейные, блюда застольные, когда вся крымстарская семья собирается вместе и готовится такое блюдо. Блюда должны делаться с чистой душой. Никогда не надо вымещать на каком-либо продукте свои какие-то эмоциональные моменты, потому что особенно мучные блюда любят, когда с ними общаются вот наши старики, бабушки, если вы, может, замечали у себя дома, общаются, да, как бы с ним разговаривают, потому что это живой продукт. Здесь главное готовить от души, и тогда любое блюдо у вас получится вкусное и обязательно интересное. Все, переложим в нашу полусферу. Осталось дело за малым, мы подрежем картошечку. Кубик можно любой, 1,5–2 мм. Я люблю, чтобы все-таки ингредиенты чувствовались. Самое главное в блюде, каждый ингредиент должен чувствоваться, и вы должны понимать, что это картофель, это фарш, это лук. Для меня это важно, из-за этого мы делаем именно рубленый фарш. Почему надо отстояться мясу, фаршу или каким-либо другим ингредиентам? Потому что вот эти все соки, когда они соединяются, да, в совокупности потом получается вот этот настоящий вкус, который мы получаем в конце приготовленного блюда. Приготовление любого блюда – это культура. И культура каждого народа, она связана не просто поверхностно. И не только культура должна быть в употреблении продукта, но и культура в его приготовлении, потому что это неотъемлемая часть любой кухни, любой национальности и принадлежности к этому делу. Так что готовьте с любовью, не спешите. А если вы даже спешите, обращайте внимание на тонкость. Последние штрихи. Дорезаем лучок. Лук тоже режем кубиком, покрупнее. Он даст свой сок. Подрезали лучок. Доведем наш фарш до вкуса. Для этого нам понадобится черный перец, зира. Начнем с зиры. Ну, можно взять зиру уже меленную. Но если у вас крупная зира, что лучше, я рекомендую
иметь дома всегда специи, которые не перебиты. Лучше их перебивать в процессе, потому что специя выдыхается, она теряет свои ароматические и вкусовые моменты. Так что я всегда беру вот так вот зиру и аккуратненько ладошками продавливаем, добавляем. Вы даже не представляете, какой запах идет. Вот в этом и заключается процесс перемалывания специй во время готовки. Все, далее понадобится черный перец. Кто-то любит более перченое, кому-то нравится посоленее. Мы будем делать умеренно. И аккуратненько вымешиваем фарш. Фарш можно вымешивать ложкой, но я делаю это рукой. Я не знаю, таким образом я чуть заряжаю его. Я его чувствую в процессе вымешивания. Фарш я приготовил. Переходим к приготовлению теста. Тесто у нас простейшее. Здесь нам понадобится мука, яйцо и стаканчик воды. Я всегда всем рекомендую просеивать муку, что делает тесто более мягкое, я бы сказал, эластичное. То есть это не просто процесс. Аккуратненько просеяли нашу муку, добавим одно яйцо. И я не советую сразу вливать все количество воды, надо его вливать потихоньку. Вы сами будете чувствовать тесто, то есть тесто должно быть крутое, не слишком упругое, но эластичное. Я начну с вымешивания яйца и буду потихоньку добавлять по центру воду. Главное оставить кусочек своей энергетики. Вы видите, да, уже консистенция его у нас уже образовалась, не прилипает ни к доске, ни к рукам. Это говорит о том, что тесто приготовлено правильно. Тесто у нас готово, сейчас мы его сформируем в такой кружочек. Вот так вот аккуратненько накроем его, чтобы оно не заветривалось. Понадобится плита растопить масло. Такая небольшая кастрюлька, грамм 70-100. Масло тоже главное не перекалить, его надо просто растопить. По жирности это уже по вашему желанию. Все, масло растопилось. Оставляем его в сторону, отключаем плиту. Переходим к тесту. Нам понадобится подпыл. Для этого подсыпем муки. Раскатать нам надо тоненько. Берем поплав и аккуратненько, равномерно раскатываем. Чем тоньше вы раскатаете, тем, соответственно, у вас будет рулет нежнее и пропорционально распределен тесто с фаршем. Вот такой равномерный пласт. Аккуратненько снимем лишнюю муку под пыл. Дальше возьмем наше масло растопленное. Равномерно разносим его по всему коржу нашему. Главное не переусердствовать, не придавливать сильно тесто, а равномерно распределять масло. Все, отлично. Мы добились именно того эффекта, который получился. А сейчас мы аккуратненько будем раскладывать начинку. Берем наш фарш, аккуратно распределяем по коржу. Здесь главное правильно распределить начинку и также качественно завернуть его. Разглаживаем. Дело за малым, главное правильно его скрутить. Начинаем с одной стороны и аккуратненько, такими не сильно резкими движениями. Не переживайте, даже если где-то у вас появится там дырочка или точка, надо постараться следующим слоем уже закрыть ее. И вот где-то уже посередине здесь мы запечатываем таким образом. Перехватываем. И уже выкладываем на противень.
Противень тоже аккуратненько мы смазываем оставшимся сливочным маслом. Главное аккуратненько переложить. Начнем с центра. Будем формировать его. Дать ему такую форму плитки, да? Далее он уже в процессе схватится. Некоторые еще надрезают полосочками сверху, чтобы его легче было отламывать. Остался последний штрих. Смазываем нашу бурму сливочным маслом. Равномерно со всех сторон. Теперь помещаем ее в духовку на 180 градусов 45 минут. Следующее блюдо я приготовлю салат-кебаб. И для этого нам понадобятся такие ингредиенты, как помидоры, баклажаны, кабачок, болгарский перец и ялтинский лук. Начнем с баклажанов. Моя бабушка всегда говорила так, что человек, проживающий на определенной территории, должен есть продукты, которые произрастают именно на этой территории. В этом есть какая-то тонкость. Нарезаем где-то по 2 мм. Также мы нарежем кабачок, или как еще его называют модно, цукини. И такими же полукольцами мы аккуратненько. Почему, собственно, этот салат называется кебабом? Его история такова, что он готовится на углях или на мангале, как угодно. Но так как мы готовим его для вас, наши телезрители, его можно приготовить также в духовке, что мы сегодня и будем делать. Нарезанные наши овощи мы аккуратненько помещаем в полусферу. Не обязательно иметь все продукты, можно готовить с добавлением также других овощей. Если все мы режем большими полукольцами и болгарский перец мы нарезаем вот такими кусочками, то помидор мы будем резать дольками. Примерно 1 половинка помидора на 4 части делится. Это салат, насыщенный витаминами. Этот салат любим всеми, но я вам скажу, что не только в нашей крымстарской кухне он имеет место быть. Он готовится во многих народах, странах. В принципе, все. Берем наши подготовленные овощи и заправляем их солью. Нам понадобится кориандр молотый, немножко черного перца. По вашему вкусу. Я люблю, чтобы овощи были не забиты, но имели тонкую такую нотку кориандра, немножко душистого перца. Добавим чуть растительного масла и вымешиваем. Все, замариновали. Выложим так вот аккуратненько наши овощи на противень. Баклажан приготовится раньше, но нам и надо, чтобы баклажан был мягче, а остальные цельные, как называют такой процесс, аль денте, вот нам где-то так и надо будет. Пока бурма запекается, мы аккуратненько вниз положим наши овощи. В принципе, эта температура нам подходит, 180 градусов. Будем смотреть по готовности. Пока наши овощи запекаются, мы подготовим заправку на этот салат. Для этого нам понадобится ялтинский лук, растительное масло и свежая кинза. Я кинзу очень люблю. Кинза подчеркивает многие блюда своим интересным вкусом. Но если вам не нравится кинза, вы можете ее заменить любой другой зеленью. Пусть это будет петрушка, укроп, на ваше усмотрение. Вот так мелко мы нарезаем кинзу. Кстати, эта заправка подходит и для многих других салатов. Тут вы можете уже сами поэкспериментировать, попробовать. Здесь есть такой интерес. Ялтинский лук можно было добавить полукольцами или мелко отдельно в салат, но я решил добавить ялтинский лук в саму заправку. Если надо мелким кубиком его тоже подрезать. Ялтинский лук произрастает на территории Крыма. И я хочу заметить, не на всей территории Крыма. И многие его сажают в Джанкое или в каких-то степных районах. Это уже совсем другое. Ялтинский лук преобладает в своем настоящем вкусе и цвете, начиная с территории Алушты, это Малый Маяк, и заканчивается Краснокаменкой. Не должен иметь ярко выраженный вкус лука. Он должен при укусе его, да, он выделяет сок, напоминает брызги яблока. Вот именно вот этот сам процесс, благодаря почве, в
котором он произрастает. Это вот определенная какая-то вулканическая порода и, конечно же, процесс опыления. Так что вот в этом маленьком участке, который находится от Малого Маяка до Красной Каменки, произрастает настоящий ялтинский лук. В принципе, у нас заправка готова, мелко нарубили, добавляем растительное масло, можно, конечно, и оливковое, с оливковым будет намного лучше. Небольшой пикантности, путем соли и перца. Можно добавить сюда чеснок, это уже по желанию. Все, заправка у нас готова, овощи запеклись. Буквально прошло 15 минут. Аккуратно мы вытаскиваем их. Так, дальше мы их заправим. Выложим аккуратно их в нашу полусферу. Вот уже помидорчики подрумянились. Самое интересное в этом салате, он и выглядит красиво. Каждые овощи дают свой ярко выраженный вкус. В конце мы получаем букет разных вкусов, а заправка дает интересную пикантность нам. Добавляем нашу заправку. Много не надо добавлять, кинза не должна ни в коем случае забирать на себя весь вкус салата. Деликатно вымешиваем, потому что все-таки помидоры у нас запеклись, чтобы они не развалились у нас по кусочкам. Заправили наш салат, можно выкладывать салат на нашу сервировочную тарелку. И вот так вот красиво выкладываем, в принципе, хаотично. Салат летний, яркий. У нас остался соус, и можно красиво полить сверху. Наш салат готов. Тем временем, пока мы выкладывали салат, наша бурма уже готова, и мы ее достаем из духовки. Бурма у нас запекалась 45 минут. Я вам не могу даже передать сейчас запах, который стоит. Это очень вкусно. Разрезаем на порционные кусочки. Видите, она спокойно отделяется. Если чуть-чуть он где-то ломается, это больше говорит о том, что получилось тонкое нежное тесто. Наша бурма готова. Следующее блюдо мы будем готовить курабье. Это всем известное крымстатарское блюдо. Я бы даже назвал это нашим крымстатарским десертом, который готовится на все религиозные и семейные праздники. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты, как мука, топленое масло и сахарная пудра. Берем полусферу, добавляем 150 грамм топленого масла, 150 грамм сахарной пудры. И аккуратно вымешиваем, разминаем вилкой. Главное, чтобы не было комочков. И потихонечку вводим муку. Мы ее тоже заранее просеяли. Муки нам понадобится грамм 300. И тоже равномерно мы вымешиваем. Песочное тесто, всеми, в принципе, знакомое. Формируем кружочек, и дальше мы уже будем его делить на порционные кусочки и формировать. Насколько я знаю, курабье делается разной формы. Здесь уже ваша фантазия, собственно. Разделили на равномерные части. И аккуратненько вот такими легкими движениями мы формируем колбаски. Самый известный кондитерский продукт в нашей крымстатарской кухне. После него, наверное, только самый узнаваемый — это пахлава идет. Ни одна свадьба, ни одно дуа не проходит без приготовления этого песочного десерта. 3 ингредиента, и мы получаем интересный, вкусный крымстатарский десерт. Сформировали вот такие вот колбаски. Дальше мы будем нарезать и уже формировать на противень наше курабье. Желательно максимально деликатно относиться к этому продукту, потому что все-таки тесто песочное, оно имеет свойство трескаться, лопаться.
выкладываем. Как видите, ничего сложного нету. Даем узоры и выкладываем. Процесс такой интересный, незамысловатый. Все, отправляем наши курабье в духовку. 15 минут, 180 градусов. Пока наш курабье запекается, я приготовлю напиток под названием хошав. Это традиционный крымстарский компот, который готовится из сухофруктов. Для этого нам понадобится курага, чернослив, орехи, вяленый инжир, соответственно, вода. Возьмем кастрюлю, добавляем туда холодную воду. Не обязательно большими кусками все это погружать. Нарежем вот такими кусочками и будем добавлять кастрюлю с водой. Этот напиток очень часто пьют во время Рамадана, когда идет разговение. Многие, конечно, привыкли открывать фиником и водой, но большинство открывает Рамадан именно этим напитком по многим факторам. Несмотря на то, что он безумно вкусный, и он готовится из разных ингредиентов, да, включая курагу, инжир вяленый, разновидности орехов такие идут, как миндаль, фундук, можно добавлять кедровый орех и с добавлением изюма. Он богат большим количеством витаминов и очень хорошо подходит именно для открытия этого ритуального обряда. Дальше добавим изюм, кедровый орех, фундук и миндаль. Все, аккуратненько сейчас ставим на медленный огонь и будем доводить до кипения. Не забываем периодически помешивать, чтобы не подгорело. Вода у нас уже почти подогрелась, и можно добавлять наш сахар. Помешивая, доводим его до кипения, потом снимем и отставим его настояться. Наш хошав готов. Отставляем его в сторону, даем чуть настояться. И этим делом у нас приготовилось курабье. Мы также достаем его из духовки и выкладываем на сервировочную тарелочку. Кто еще не готовил этот десерт, советую начать кондитерскую кулинарную деятельность именно с этого десерта, потому что вы сами видели, он по своему приготовлению примитивен, но получается очень вкусно и красиво. Мы выложили курабье на порционную тарелочку, присыпем сахарной пудрой, и оно получит сразу узнаваемый вид на наших праздниках, на наших столах. Наше блюдо готово. Основные блюда у нас готовы. Осталось перелить наш хошав в графин. Видно, что все сухофрукты чуть-чуть потускнели, потому что отдали все самое вкусное и самое ценное в сам компот. Наш хошав готов. В данном случае он горячий, в таком виде его употребляли наши предки зимой. А во время ураза, конечно же, он употреблялся холодным. Мы нальем одну порцию. Добавим чуть сухофруктов, которые внизу. Итак, наши блюда готовы. И сейчас я расскажу, из каких ингредиентов я их готовил. Бурма. Удалил прожилки от мяса, измельчил мясо в фарш, мелко кубиком нарезал лук и картофель, мясо, лук, картофель смешал в миске, добавил перец, зиру, соль и тщательно перемешал. Замесил тесто, для этого смешал муку, воду и яйцо. Полученное тесто убрали в сторону. В это время растопил сливочное масло, раскатал тесто толщиной 1 мм, обильно смазал пласт маслом, выложил начинку поверх теста, сформировал из теста с начинкой рулет. Форму смазал маслом и выложил в нее рулет. Отправил выпекать в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.
салат-кебаб. Нарезал крупно овощи, кабачки, баклажаны, помидоры, болгарский перец, добавил соль и специи. Отправил запекать овощи в духовку на 10 минут. Приготовил заправку. Нарезал кинзу, ялтинский лук, добавил соль, перец, растительное масло и тщательно перемешал. Запеченные овощи переложил в миску и добавил заправку. Тщательно перемешал и выложил в порционную тарелку. Курабье. Размял вилкой топленое масло и сахарную пудру. В полученную смесь добавил муку. Из теста сформировал круг и порционно разделил на курабье. Соединил кусочки воедино, отправил в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Готовое курабье посыпал пудрой. Хошав. В кастрюлю налил 1 литр воды, нарезал мелко сухофрукты, поместил в кастрюлю и добавил орехи. Кастрюлю поставил на плиту, добавил сахар и довел до кипения. Полученный напиток перелил в графин. Хошав готов. Спасибо, дорогие друзья, что вы сегодня были со мной. Добавьте в процесс приготовления ваших блюд немножко волшебства, и ваши блюда будут невероятно изысканными и вкусными. С вами был Эльдар Шарипов. Приятного аппетита. Аш татлы олсун.